И едем с утра на рыбалку и на охоту. Второй день льет дождь. Настоящих рыбаков и охотников это не остановить. Это не остановит. Машина готова, каракат загружен. Дальше дороги нет, поваленные мосты, брод. Три УАЗика застряло, ни один не прошел до этого. Просто совсем. Едем дальше уже на другом транспорте, на маленькую лесную речку. Вода поднялась за 2 дня беспрерывного дождя. Поднялась очень много, намного. Будет клевать, не будет, но уже выехали. Через 7 часов, получается, вечерком обещают дождь. Вот у нас осталось 7 часов. Сейчас езды до места, до речки еще. И сколько будем ловить, будет клевать, не будет, будем смотреть. Ну вот первый хорезок наш. На мормышечку, которая на этой маленькой речке работает первый раз. Перецепил я крючок на мормышку. Будем смотреть. Работает. Такой вот. Вот такой вот красавчик попался на такую вот мормушечку. Поплавком самосплавом не шел, а чуть-чуть как блесенькую начал подводить ее против течения. Среагировал и прям атаку сделал. Такой вот хорошенький. Хотел поменять блесну, и атака прям была на поплавок. Стоит. После дождей. 2 дня лили дожди, не прекращая. И он капризный. Капризный. Нет такого клёвого, не будет сегодня. Мы будем его
провоцировать на что-то. Сейчас поставлю блесну. Вот он, плюхнул. Есть, видит. Давай. Вот он. Все-таки покусился он на мормышечку. Вот эту. Блесенку можно не ставить, мы его взяли. Ну, для эксперимента поставим, попробуем. Есть здесь хариус, нету. Сейчас попробуем блесенку. Ух ты! Эта блесна сработала, смотрите. Поставил блесну. Ну, это грамм 350. С третьего раза, нехотя. Вот он. Сработала блесенка. Вот такой вот красавчик. Попалась у нас щука даже. Щучка даже, можно сказать. На блесенку вышла. Вот такая вот. Подругу мы отпустим. Это не наш размер. Ну вот еще вторая щука. Поставил блесну. Щучка, а не щука. Пинцеты не взял. Сейчас аккуратненько надо достать, отпустить ее. Вот такой чупарь. Второй с этого места. Ох ты. Это да. Это первый мелкий хариус на сегодняшний день. Грамм 100. Был всплеск хариуса. Прямо вот здесь. Неудобно вытаскивать будет его. Ну, не знаю, как могу. Вот он. Вот он. Как-то вытащился сразу. О, вот такой вот грамм 300. Хорошенький. Сейчас посмотрим, может быть он не один. Здесь кусок червя, второй заброс. Будет, не будет. Навряд ли. Потому что в этом кусочке, хотя черт его знает, уже осень. О, ух ты, еще один хариус. Оп. Реакция есть. Наш клиент. Второй. Поставили вот такой вот червяка дендра. В Ухте, говорят, разводят его, как я опарышей. Вчера, когда покупал в магазине, узнал. Прям вонючий, твердый, хороший такой червяк. Третий заброс. Сейчас поставим блесенку здесь.
Вот, третий есть. Опа-на. Значит, еще был и третий здесь. Наверное, все. С этого куста все. Сергей перецепил червя на блесну. Поклевки 2 было, 2 штуки поклевочки. Старый, ну хороший всплеск такой был. Так он тут грамм 300 такой вот бегает. Ну яма такая хорошая такая. Клевал, да? Ага. Я должен опять взять. Вот, вот он. Небольшой это. Это не тот, наверное. Вот, кстати, неплохая вещь. Вот чехол для рюкзака. На Алиэкспресс. Сколько стоит, Сергей? Это не тот. Не тот, да? Ну а какой тот? Ну, в общем, рублей 300 стоит чехол непромыкаемый для рюкзаков. Там 45, 65, 100 литров, там 150 литров, какие там есть. Недорого, практично, надежно, удобно. Угу. О, промазал. Не успел, да? Хорошие здесь стоят. Вот он. Так, промазал опять, ага. Ну он не промазал, он просто дверку. Ну, просто не успел. Просто его. А застой по течению снизу попробуй. Сейчас. А вот уже после ковалянки назад, я уже знаю. Время 3 часа. Сейчас разогреваем покушать. Кушаем и будем выдвигаться. Сейчас вот поймал в течение 5 минут. Вот таких вот корзов 2. Это 300, это где-то 200 грамм. Карась плескается вот на этом омутке. Поймали мы, по крайней мере, я чуть-чуть, килограмма 3. Вода поднялась, карась балуется. Вот такие вот корешки. Нормально. Сейчас разогреем баночку борща, покушаем и будем выходить по навигатору Каракату. А мы чисто быстро пробежим сейчас. Да, просто туда. Фантазии Иванова пошли на другую сторону таежной маленькой речки, которая в этом месте разливается. Разрушенный мост. Брод. Вот и прибавило. Не передать, конечно, это на телефоне, но очень крутой спуск, подъем. Крутой водитель. Наикрутейший рыбак наш Сергей. Рыбак-аналитик.
вот, закончился наш сегодняшний рыболовный очередной день. Поймали мы на маленькой речушке. Наверное, вот чистим. Кан полный. Ну еще так. Килограмм 10 поймали. Белый кан, кстати, он больше. Да он больше. 9 килограмм очищенного харюза получается. Больше, да. Не знаю, Мы уже в темноте. Меньше литры там. Китайские, что ли? Обещали дождь в 6 утра, в 6 вечера. В 6 вечера обещали дождь, дождя нету. Вот такие хорюзки. Грамм по 200-300. За 28 сантиметров всех можно брать. Что скажете, господа? Кайфуха. Кайфушечка, да? Но мало. Ох, булька, где булькнул? Где-то булькнул. А где? Это щуки тут гуляют. Щука гуляет, да. Вытаскивают периодически. Где-то щука гуляет, аж булькает. На канчик брать. В один кан не помещается. Берем второй кан. Остальные 5 лезут по второй. Рыбалка прошла успешно. Все довольны. Тишина, да. Как, бальшнепс или крашнепс или кто? Бальшнепс, да? Бальшнепы. Ну это кулики большие. Смотри, он что, головой вертит причем. Так он спит, вот он проснулся. Не улетает Все, никуда. все, смотри, зашевелился, все. Слайк подходит, снимает. А это молодой, наверное, даже еще, наверное. О, блин, они нормально такой. Разбудили парня. Маленькая вообще, смотри какая. Да? Вообще малюсенькая. Это совенок. Маленькая, да, молодая. Совенок. Ну я сейчас буду справа надеюсь, обижать, да. здесь посередине глубоко. И сейчас Еще одна вторая сова у нас. Вторая сова. Соленок. Оба она.